Доброй ночи, вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный», в студии Милана Манаева. «10 лет мира и стабильности». Народ определился, где быть и как быть ему. Это большая победа. Чеченская республика отмечает День Конституции. Путь к знаниям открыт. Это великое приобретение для чеченского народа, то, что сегодня открывается библиотека. В Грозном заработала национальная библиотека. Прошедшие 10 лет созидания глазами журналистов. Чеченская государственная телерадиокомпания отмечает день рождения. Торжества наземные и неземные. Любители парашютного спорта отмечают День Конституции в воздухе, чего не скажешь о байкерах. Зрелищные выступления спортсменов в честь журналистов. В Дубаюрсе прошел турнир по дзюдо, приуроченный к 10-летию телерадиокомпании «Грозный». Десять лет со дня начала новой эпохи в истории Чечни, начало грандиозных перемен. 23 марта в 2003 году чеченский народ сделал выбор в пользу мирной жизни. Инициатором проведения референдума стал первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Этот день остался в памяти народа как день осознанного определения своего будущего. Предугадывая это, Ахмад Хаджи Кадыров подписал указ, согласно которому 23 марта стало Днем Конституции Чечни. Хроники событий в репортаже Элины Халидовой. 23 марта исполняется 10 лет со дня проведения всенародного референдума и принятия Конституции Чеченской Республики. Именно в этот день чеченский народ сделал свой выбор. В переломный период на защиту интересов нации стал первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Приняв участие в референдуме, народ подтвердил свое намерение жить в составе России полноправным субъектом государства. Это огромная победа. Чеченский народ заимел документ, что Конституция – это паспорт республики. Народ определился, где быть и как быть ему. Это большая победа. Что мы хотим сделать после этого? Мы хотим, чтобы дальше у нас строился мир. Чтобы, значит, строились дома, чтобы строились школы, больницы, развивался спорт, культура нашей республики. Вот к чему мы стремимся дальше. Проведение всенародного референдума стало точкой отсчета нового этапа в жизни чеченского народа. Ахмад Хаджи Кадыров стал тем человеком, который взял на себя ответственность за судьбу народа. Он был твердо убежден, только приняв Конституцию, народ выйдет из хаоса. 23 марта мы все проголосовали за Конституцию в составе Российской Федерации. Это значит, мы определили статус нашей республики. В день референдума Ахмад Хаджи Кадыров подписал указ, согласно которому 23 марта стало Днем Конституции Чеченской Республики и праздничной датой. Он знал, что этот день останется в памяти народа как день осознанного определения своего будущего. Не зря руководство страны отмечало, что Ахмад Хаджи Кадыров прежде всего отстаивал интересы нации и что народ, воспитавший такого сына, достоин уважения. Это, конечно, был уникальный человек, абсолютно целостный, порядочный и в высшей степени мужественный. Никогда для себя ничего не выговаривал. Всегда, когда бы мы с ним не встречались и о чем бы ни говорили, все сводилось к интересам чеченского народа. И, конечно, не может не вызывать уважения народ, у которого есть такие сыновья. Результат выбора чеченского народа не заставил себя ждать. Все, что мы сегодня наблюдаем в нашем регионе, является прямым следствием того исторического выбора. Если говорить об изменениях в политико-правовой жизни региона, то стоит отметить, что после принятия Конституции республики успешно были сформированы все ветви власти. Функционирует избранный народом парламент, эффективное правительство и суды. Благодаря усилиям главы Чеченской республики Рамзана Кадырова сегодня наш регион один из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. В Чеченскую республику активно привлекаются инвестиции, открываются новые производства, строятся объекты. Чеченские спортсмены поднимаются на самые высокие пьедесталы Олимпийских игр и мировых чемпионатов. А самым главным достижением является вера людей в завтрашний день. Я стал на путь спасения своего народа.
И я не сомневаюсь, абсолютно никогда, если бы я сомневался бы, я бы не мог бы идти по этому пути. Я не сомневаюсь, что победа будет за нами. Пусть даже меня не станет. Я уже себя считаю победителем. Дело, начатое первым президентом Ахмад Хаджи Кадыровым, сегодня успешно продолжает его сын Рамзан Кадыров. И без сомнений, с таким лидером народ будет только приумножать наши духовные и материальные ценности, чтобы впредь не возвращаться к трагедии прошлых лет. Элина Халидова, Ибрагим Налаев. Новости. В этот исторический день весь чеченский народ отдает дань памяти автору судьбоносных решений. На кладбище, где похоронен Ахмад Хаджи Кадыров, с самого утра приходят его друзья, близкие, родственники и соратники. Мудрый политик, отец своего народа и настоящий чеченец. Такими словами они отзываются об исторической личности. Друзья, соратники, руководители ведомств и главы районов на Центральском кладбище собираются те, кто был лично знаком с первым президентом Чечни, героем России Ахмадом Хаджи Кадыровым, человеком, который стал для чеченцев вестником мира. Здесь же и гости республики, прибывающих к могиле Ахмада Хаджи людей, встречают родственники во главе с председателем Совета алимов Чечни Хожи Ахмедом Кадыровым. ويتصحل ديز هو أربع المشبونيق شاول شيء هو ورطانا كنسلديرو الشيء سيلة الله شوان يقبح هجلو ويتصحب بيتر هو ما قويته شنو نيس نق حل خلرة إن بيخش خلرة بيخر خلر ليل ريز هلشون إيش صنيق ياتا كل سيدنا شو داخرنا طبعا ويتشوح دقة حيشي خربو وحلقة خوز عديس تقولش هنا و Стоя у могилы героя, собравшиеся вспоминают о его делах. Ахмад Хаджи всегда говорил, что намерен закончить войну, а не остановить ее. На этом пути его ждали серьезные испытания и опасность на каждом шагу. Это понимали и те, кто поверил Кадырову и поддержал его. В борьбе за мир своей жизни отдали тысячи людей. بالقول ده خان زام دخلت وديك الدربوش دي تدوش شوية 10 زمان يريز وندلش خلق لام إز كبرت بو ملكو حلوالشن تهن لدين مشكل دو ألش سعادة تيشروج ثاني دقدوش دقدوش دوش حول احترام أدمي داخل دين صدق غلق صدق عادة صدق نوخش اللي صدق وشوخ اللي تعش أرينسا مصوميتيح داخوتن إزديل هي تنبو المولا إشتر بوفني خدا داخل الشو برتسع بوش داعي بيت كيوشت داخل خدو الكيشنا دقو دا Да, действительно, начали мы деду, дальше на принятие референдума, принятие Конституции Чеченской Республики, до умду дальше. Это балан, как не ясно, одюк ихкана, ам даже духадам. До Москвы без кешари на военный штаб Босния, его фундаменты паспорта, андаж после идет, андаж ночи ому все паспорт поехал. 10 лет со дня принятия Конституции референдум стал одной из самых важных страниц в истории Чечни, отправной точкой для дальнейшего развития. Мудрый политик Кадыров, принимая решения, всегда опирался на религиозные знания. Так было на протяжении всей его жизни. То, что делается в республике, в России, он все это видит, этому радуется. И мы тоже радуемся тому, что мы делаем хорошее дело ради Аллаха. Все мы уйдем из этой жизни, дай Аллах, чтобы когда придем туда, чтобы мы его встретили в раю, иншаллах, так и будет. Ахмад Хаджи Кадыров был человеком воли, готовым отдать свою жизнь за благополучие народа. Если даже меня не станет, я все равно уже победил. Эти слова, сказанные Ахмадом Хаджи, стали пророческими. Светлая память всем, кто мечтал о мирной и свободной Чечне. Алхазур Керимов, Халид Мовсаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости. Основное торжество по случаю десятилетия Чеченской Конституции состоялось в Государственном концертном зале Республики. В числе главных приглашенных глава региона Рамзан Кадыров, руководители Дагестана и Карачаева-Черкесии, а также другие гости из различных регионов России. Подробности у Магомеда Изидова.
гимнов России и Чечни началась торжественная часть одного из главных национальных праздников республики. В театрально-концертном зале собрались сотни гостей. Историю современной Чечни, которая началась 10 лет назад, показали видеоролики. Главная роль в этих процессах принадлежит первому президенту Ахмаду Хаджи Кадырову. В своем выступлении Рамзан Кадыров назвал 23 марта 2003-го историческим днем для всего народа. Уважаемые, дорогие друзья, я не буду называть вас гостями, которые прибывшие. Вы на самом деле не гости, вы братья. Вы всегда были с нами рядом. Самые трудные дни нашего народа, республики, вы помогали в становлении республики. Вы были рядом с Ахмад Хаджи, поэтому я не буду вас приветствовать как гостей, но да, обедки вы в этом. Сегодня действительно у нас в республике День Победы. Исполнилось 10 лет. 10 лет это не так много, если посмотреть так мысленно, а так это очень для нас трудные дни, для нас это дни страданий, это дни, каждый день этих дней мы теряли своих друзей, близких, братьев. И для меня лично, и как для вас всех, каждый день становится все труднее и труднее, потому что мы потеряли самых близких людей. Мы потеряли нашего первого президента и тысячи его соратников. Но мы получили одно по воле Всевышнего, благодаря нашему первому президенту, благодаря Путину Владимировичу, благодаря нашему народу, мир, стабильность. Мы получили то, что никогда мы не позволим тем или другим шутить с нами, играться с нами. Мы будем требовать на законных основаниях справедливости, а если не понимают закона, то у нас есть и сила, мощь, это патриоты нашего народа. Они никогда не продадут наш народ, нашу республику. Поэтому ради этого стоило умереть и жить. Это понимали наши братья, наши отцы, наши матеря и сестры. Поэтому они достойно погибали, защищая целостность России, защищая свой народ, религию. И я поэтому сегодня горд и счастлив, что я сын Ахмад Хаджи. Я горд и счастлив, что я мусульманин, что я чеченец. Я горд и счастлив, что я стал на этот путь рядом с Ахмад Хаджи. Я горд и счастлив, что народ Чеченской Республики поддержал эту идею и стали рядом с Путиным Владимировичем и Ахмад Хаджи Кадыровым и продолжили этот путь. И никогда Ахмад Хаджи не сомневался, и никогда мы, его команда, не сомневались в том, что мы выиграем эту борьбу, мы восстановим республику, что мы будем такими гражданами, как граждане России. И на сегодняшний день мы видим это. Это победа, поэтому я вас поздравляю с победой. Дай Аллах, чтобы никогда мы больше не видели. Не только мы, вообще в мире не было войн. Мы видим, что происходит в мировом сообществе. Что происходит сейчас в Сирии? Позавчера убили алима, суннита, знаменитость мирового сообщества. Его все знали в мировом сообществе, и все мусульмане его уважали. Он всю свою жизнь посвятил, как и Ахмад Хаджи, служению Всевышнему. Почему? Потому что за ними стоят те люди, которые хотят,
чтобы мы никогда не были вместе. А наш народ это понял, поэтому мы все вместе, поэтому мы становимся с каждым днем все сильнее, и мы покажем всем, кто на самом деле мусульмане. И мы доказали, что мы строители, что мы мирные жители, что мы никогда не призывали к войне. И слово «Аллах велик», «Аллаху Акбар» – это не призыв к терроризму. И на сегодняшний день это понимают граждане России. И будут понимать, и будут к нам приезжать. Когда я 5 лет назад сказал, что мы восстановим республику, мало кто верил. Я исходил из слов Ахмад Хаджи. Он нас так учил, он нам внушил, что мы победим и что мы восстановим. И его сила, мудрость, мы никогда не сомневались, поэтому мы всегда чувствовали его рядом. И он действительно с нами рядом, потому что его дух присутствует с нами. Он наш лидер. Да здравствует Ахмад Хаджи, да здравствует Чеченская Республика. Аллаху Акбар. Путь к миру и процветанию был открыт благодаря политическому решению федеральных властей. Владимир Путин доверил ситуацию в самом сложном регионе страны Ахмату Кадырову. Сегодня спикер чеченского парламента зачитал поздравительное письмо от главы государства. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие участники мероприятий, посвященных десятилетию референдума по принятию Конституции Чеченской Республики. Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – десятилетие референдума по принятию Конституции Чеченской Республики. Это событие без преувеличения имело поворотное, решающее значение. Жители Чечни убедительно подтвердили свой принципиальный выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, укрепления законности и правопорядка. Именно эта непоколебимая воля людей стала главной основой для возрождения республики. Мы всегда будем помнить тех, кто боролся за достойное будущее родной земли, сильных и мужественных людей, настоящих героев. Среди них первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров, с именем которого связано принятие Конституции Чеченской Республики. Сегодня Чечня решает серьезные задачи, направленные на эффективную реализацию экономического потенциала региона, осуществление масштабных проектов в социальной сфере, повышение качества жизни людей и укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Искренне желаю вам успехов, мира и благополучия. Владимир Путин. Многие гости, приехавшие на юбилей, были лично знакомы с автором идеи референдума Ахматом Хаджи Кадыровым. Это были тяжелые времена, вспоминают они, но Ахмад Хаджи стоял на своем. Кстати, именно он в день референдума своим указом объявил 23 марта Днем Конституции Чеченской Республики. Конечно, это великий праздник, это еще и великая память о тех людях, которые стояли у истоков этого праздника. И прежде всего мой незабвенный друг, первый президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров. Его мужество, его мудрость тогда способствовало проведению этого референдума и принятию Конституции на референдуме. Даже я ему советовал: Ахмад Хаджи, зачем тебе это надо? Избери парламент, прими спокойно. Может быть, разные провокации могут быть. Это очень опасное мероприятие. Он сказал: Рамазан, мне нужна легитимность. Мне нужно доверие моего народа. Чеченский народу удалось победить внутренних врагов. Дагестану еще предстоит борьба, чтобы очистить республику от внутренних врагов. И мы это сделаем. По примеру Чеченской Республики, мы это сделаем при поддержке президента Российской Федерации. В Карачаево-Черкесии хорошо помнят, как 10 лет назад под руководством первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова жители республики осознанно сделали свой выбор против войны и разрухи в пользу мира и согласия на своей земле.
Мудрость чеченского народа, твердая воля его первого президента Ахмада Хаджи Кадырова и искренняя вера в народ Чечни президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина позволили жителям республики сделать исторический шаг по сохранению мира, стабильности не только в Чеченской республике, но и по всему Северному Кавказу. Мы сегодня вспоминаем Ахмад Хаджи, и кто-то скажет, вы знаете, он был, может быть, такой слишком жесткий. Нет, он был человек, который внешне казался такой очень суровый. Он очень добрый человек был. Поверьте мне, я говорю то, что знаю. И очень ранимый человек. Он был в том, что переживал за свой народ. Вы знаете, можно быть носителем языка, можно говорить прекрасные слова, а он из тех победителей, которые не говорят громкие слова, а делают громкие поступки. И уникальность чеченского народа в том, что вынес вот эту всю проблему. Кто-то говорил, что, вы знаете, там проблема в Чеченской республике. Проблема не в Чеченской республике и не в чеченском народе. Проблема была в терроризме. И именно чеченский народ поставил заслон терроризму. Я хочу пожелать чеченскому народу огромного жизненного счастья. И чтобы во главе был вот национальный лидер Рамзан Ахмадович. Рамзан Ахмадович, а вам скажу по-простому. Никогда в жизни орлы стаями не летают. Не обращайте ни на кого внимания и вперед. На торжественном мероприятии благодарили и женщину, из семьи которой вышли два героя России. Это Аймани Кадырова, мать главы республики Рамзана Кадырова. О ее добрых делах знают не только в Чечне. На встрече также прозвучало и поздравление от председателя Государственной Думы России Сергея Нарышкина. Дорогие друзья, уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемый Дукваху Баштаевич, поздравляю вас и весь чеченский народ с важной датой, открывшей новую страницу в истории Чечни. 10 лет назад народу в созидательной работе на благо Чеченской Республики и всей России. Председатель Государственной Думы Сергей Евгеньевич Нарышкин. С праздником вас! Знаменательная дата – это праздник мира, дружбы и созидания. Сегодня регион делает успехи в экономике, строительстве, культуре и спорте. Чеченскую республику чеченство ставит пример другим субъектам страны. Я счастливый человек. Когда я спускался с трапа самолета, сердце готово было выскочить. Я 9 лет не был в Чечне, и когда был в порту 9 лет назад, это был скелет, а сегодня это международный порт. Я счастливый, что я смог сегодня пообщаться со своим братом в Центрое. Я счастливый, потому что увидел европейскую столицу. Это вы сделали. Это сделал Ахмад Хаджи. Это сделал Рамзан Кадыров. Это сделал великий чеченский народ. Спасибо вам. Вы своим упорным трудом, своим мужеством доказали всему народу России, что такое дисциплина, что такое порядочность, что такое воля, созидание. И сегодня смотрит на вас с завистью. Пусть завидует. Сегодня Рамзан Кадыров своим упорным трудом доказал всем субъектам Российской Федерации, что это точка стабильности на Кавказе. А теперь появляется вторая точка стабильности. Дагестан. Будет стабильность на Кавказе, а Россию не свернуть. Дорогие братья, разрешите мне от имени президента, парламента и всего народа Абхазии поздравить вас с сегодняшним праздником, десятилетием принятия Конституции Чеченской Республики. Конституция, принятая
благодаря воле и мужеству героического сына чеченского народа Ахмада Хаджи Кадырова, благодаря мудрости чеченского народа, стала начальным этапом возрождения Чеченской Республики. И сегодня, хотя для истории 10 лет это совсем мало, мы видим ее плоды. Для Абхазии и абхазов Чеченская Республика, чеченский народ – это символ мужества и храбрости, беззаветной любви к своей родине. Это символ брата, друга, который всегда готов стать рядом в самую тяжелую минуту. На главной сцене республики звучали сегодня мелодии Кавказа. В гости к соседям приехали творческие коллективы из других регионов. О мечтах и своих стремлениях первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров рассказал и в своих стихах. Некоторые из них прозвучали и в сегодняшнем концерте. Родина, звонкая песня души моей, что с тобой сравниться может? В тебя местились шир полей, вершины гор, что силы наши множат. Взрастил я сына, верного отчизне, людей повел на добрые дела. Мне ничего не нужно больше в жизни, лишь бы ты свободною была. Основное торжество в честь десятилетия принятия Конституции закончилось так же, как и началось, гимнами России и Чечни. Ну а после официальной части гостям показали информационные стенды, рассказывающие о республике. Рамзан Кадыров принял подарки от представителей соседних регионов. Магомед Изидов, Халид Мавсаев, Дауд Куруев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. В адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и всего чеченского народа продолжают поступать праздничные телеграммы от лидеров зарубежных стран. Свои поздравления прислали король Иордании Абдалла II, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халиф, наследный принц Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммад бен Заяд Аль-Нахаян и президент Палестины Махмуд Аббас. В своих выступлениях они отмечают, что Конституция – это основополагающий документ любого государства и государственного образования. Они пожелали народу Чеченской Республики мира, благополучия, процветания. Также они отметили роль первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова в проведении всенародного референдума по принятию Конституции, а также заслуги Рамзана Кадырова в достижении мира и стабильности в регионе, его сегодняшнем процветании. С 10-й годовщиной принятия Конституции чеченский народ поздравил и вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Цитата. «Для Чеченской Республики это важнейшее событие, и не только для нее. В России отдают отчет, какой тяжелый исторический путь пришлось пройти Чеченской Республике, чтобы наступил этот день. Огромная роль Ахмада Хаджи Кадырова и Рамзана Кадырова в противодействии экстремизму и терроризму, в сохранении целостности России, восстановлении республики». Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил героизм Ахмада Хаджи Кадырова. Считаю, что это знаковое событие в первую очередь для республики, но не менее значимо оно и для России. Об этой дате еще много будет сказано и написано. Конец цитаты. В этот праздничный день состоялось долгожданное событие для заядлых читателей. Национальная библиотека распахнула свои двери. Крупное книгохранилище включает в себя отделы для детей и взрослых, читальные залы. На сегодняшний день в нем насчитывается более 50 тысяч книг и журналов. В ближайшее время планируется пополнение книжного фонда. Национальная библиотека Чечни открыла свои двери уже в новом многоэтажном здании. Этого события ждали научные, творческие и студенческие сообщества республики. На официальную церемонию прибыл и глава региона Рамзан Кадыров с членами правительства и гостями из других регионов страны. Здесь написаны очень хорошие слова. Ахмад Хаджи Кадыров. Без культуры нет нации. Более того, культура и образование служит утверждению человеческого достоинства. Там, где есть культура образования на высоком уровне, там утверждается достоинство нации. Это великое приобретение для чеченского народа, то, что сегодня открывается библиотека. Это говорит о содержании тех реформ, которые проводит Рамзан Кадыров. Я хочу вам сказать сегодня здесь, что Ахмад Хаджи Кадыров был человеком книги.
Это был человек культуры. В одной из встреч со мной, когда я говорил о том, что проблемы в исламе есть, он мне сказал: Рамазан, один день, посвященный науке, равняется 70 годам молитв. Это слова, которые неоднократно я слышал от Ахмад Хаджи. Я восхищаюсь своим младшим братом Рамзан Кадировым за то, что идет возрождение Чечни и чеченского народа. Это работает и на Дагестан, это работает на Россию. Да здравствует Чечня, да здравствует великая культура чеченского народа. Приветственным словом к жителям Братской Республики обратился и Мурат Зязиков, заместитель полномоченного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Дорогой брат Рамзан, дорогие мои близкие, родные, дорогие друзья. Народ, который строит дошкольные учреждения, школьные, занимается наукой, строит вузовскую систему и строит вот такие здания. Это народ, который имеет огромное будущее, прекрасное настоящее. И я хочу пожелать нашему братскому народу чеченскому, моему войнавскому народу, вечного благословения Всевышнего. Дал эту Богу. Дал удалишь, дай молодь, что он дал хоть что-то. Прежде председатель Духовного управления мусульман прочитал дуа. Итак, все выступления позади, настала самая главная и торжественная часть церемонии – разрезание красной ленты. Экскурсию для гостей провел министр культуры Дикало Музыкаев. По его словам, Национальная библиотека станет одним из центров культурной жизни республики. Здесь будет 36 отделов, научных отделов, которые будут заниматься краеведением, историей, литературой. Вот это помещение вот так отделано все. Мы больше тратим денег, чем доложили. Некоторые воруют, намного больше. Намного больше заплатили. Сами добавили было качество. Там у них там старые там все варианты, а мы дополнительно там. На 3 миллиона единиц фонда хранения. Самый большой на юге России. Самые большие фонды хранения. Тише книга дагестанская, я тоже присылал. В Зимнем саду гостей встречают музыканты симфонического оркестра Чеченской Республики «Юные дарования» из детского инструментального оркестра. Есть официальная бумага 2003 года за подписью главы администрации Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова, тогдашнему министру культуры Чеченской Республики, в которой он обязует его найти подходящее помещение для работы Республиканской детской библиотеки Чеченской Республики. И то, о чем беспокоился в разрушенной республике верный сын чеченского народа, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, сбылось сегодня. Мы, участники этой торжественной церемонии, сделали здесь и сейчас важное открытие. Оно относится к разряду государственных тайн. Оглашаем это открытие. Больше всех на свете наш уважаемый Рамзан Ахматович любит детей! С открытием Национальной библиотеки начинается новый этап в развитии культуры республики. Совсем скоро все эти помещения будут заняты книгами и появятся первые читатели. Здесь, уважаемый Рамзан Ахматович, 6 билетов почетных читателей: Айшат, Табарик, Хутмат, Эйла. В общем, наших детей и наши презенты от детской библиотеки нашим будущим вашим читателям. Билет почетного читателя Республиканской детской библиотеки. Мы очень надеемся, что ваши замечательные дети будут самыми активными нашими читателями. С открытием такого здания мощный импульс получит библиотечное дело. Значительная часть материалов будет храниться на электронных носителях. Плюс во всем. Во-первых, территория какая большая. Нам же некуда было ход ставить. Во всем плюс. И для районных, которые будут приходить сюда консультироваться, и для нас самих, для работы. И вообще для всей республики. Я почти что каждый день буду посещать эту библиотеку. Я очень люблю читать. Это подарок для всего чеченского народа. То, что построили вот эту библиотеку, это дань уважения к народу чеченскому. Ахмед Джабраилов, Ибрагим Париулидзе, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.
Представители делегаций из разных регионов страны сегодня посетили Аллею Славы. Здесь, у мемориала Ахмата Хаджи Кадырова, они возложили цветы. Первый президент Чеченской Республики, Герой России, сыграл главную роль в деле становления чеченской государственности. Несмотря на все пессимистические прогнозы международных наблюдателей, Ахмат Хаджи Кадыров доверил дальнейшую судьбу Чечни в руки самого народа. Благодаря этим решительным действиям сегодня регион один из самых благополучных и безопасных в стране, отметили собравшиеся. Кадыров Ахмат оказался прав. И, как он сказал, ушел победителем. Рамзан Кадыров, который утвердил мир, создал новую государственность чеченскую. За признание боевых заслуг получил и генерала, и героя от высшей власти Российской Федерации. Доказал, что он патриот, государственный и герой. Это наша слава, слава нашего народа. Я благодарю всех, кто к нам сегодня приехал, кто принимает участие в наших торжествах. И сегодня в Грозненской резиденции главы республики состоялся торжественный обед, посвященный юбилею принятия Дня Конституции. Поздравить Рамзана Кадырова и чеченский народ со знаменательным событием собрались не только представители высших кругов республики, но и соседних регионов, а также главы республик Северокавказского федерального округа. Со дня принятия референдума прошло 10 лет, и все это время многие из присутствующих поддерживали эту идею, отметил председатель парламента Дуквах Абдурахманов и выразил благодарность. Мы хотели, чтобы российская общественность, мировая общественность знала правду о Чеченской Республике, о чеченском лидере, о команде Кадырова. И куда бы мы ни приехали, в Европу, регионы Российской Федерации, наша задача последних лет – показать истинное лицо чеченских руководителей, истинное лицо истории чеченского народа. Был съезд, здесь сидящие, наверное, помнят, когда Путина выдвигали на следующий срок, один из единороссов вышел и сказал: Владимир Владимирович, не уходите, вам с Россией везет, нам с Россией везет. Сегодня с полной ответственностью за свои слова, потому что вы видели, Грозно видели республику, я говорю, нам с Кадыровыми везет, нам с Рамзаном ведет. Это от Всевышнего, поэтому удовлетворенная тем, что вы это тоже ощутили, и хлеб, соль нашу, из биения наших сердец, теплоту, нашу историю, наш город, мы говорим вам спасибо, что приехали. День и ночь мы к вашим услугам, чтобы крепла Россия, чтобы был мир на Кавказе. После торжественного обеда гости поздравили главу республики с юбилеем Дня Конституции и преподнесли памятные подарки. Обращаемся к вам как к братьям и знаем вашу хрустальную мечту, вот эту мечеть сердца Чечни. Пусть будет в вашем кабинете хрустальная мечта, которую вам подарил Саратов. И мы просто в очень сильном впечатлении от того, что увидели здесь, в Чечне, конечно, это очень здорово. Ну и как Рамазан Гаджимурадович сказал, здесь наш адрес на чисто саратовском языке. А это от реформатора Петра Аркадьевича Столыпина, реформатору Кадырова. Всегда лучше одна сохраненная жизнь. Эти слова принадлежат первому президенту республики. Именно с них он начал первую в поствоенном регионе амнистию. Данное решение Ахмата Хаджи Кадырова еще раз доказывало, что все его силы направлены на установление мира и стабильности. Стоит отметить, что это единственный в мировой истории факт массовой амнистии. Жизнь до и после сравнила Луиза Андиева. Сменив военный на ремень с инструментами, Магомед достает из кобуры шуруповерт. Теперь у меня вот такое оружие. И начинает работать. У него получаются лучшие лестницы в городе, он так считает. Ему было 20, когда неподдающийся логике юношеский максимализм занес его в Шатойские горы. 4 месяца Магомед пытался понять, зачем он взял в руки оружие, а главное, против кого. Я сегодня даже сказал, если и сейчас кто-то сомневается, пусть свой автомат берет и идет обратно. Своей дорогой, да. А кто пришел, я чеченец, я мусульманин. Я верный человек. Я знаю, что это нет той войны, которую преподносят те эмиры, у которых семьи давно за рубежом.
Всегда лучше одна сохраненная жизнь. Так говорил первый президент про тех, кто ошибся, ушел в лес, следуя непонятным призывам, повинуясь лживым проповедям. С момента, когда он стал главой администрации республики, стало понятно, все его силы направлены на установление мира и стабильности. И даже эти пророческие слова «войну не остановим, а закончим» тоже своего рода символ начала нового этапа. Это поняли все, и враги, и друзья. Поняли, раскаялись и потянулись сюда, к мирной жизни. Но уже был 2003. Важнейшая веха в истории чеченского народа. Своя конституция и право называться равноправным народом среди субъектов России. Право голоса среди тех, кто не верил в республику. И самое главное, объявленная амнистия. Трудно было Ахмат-Хаджи Кадырову доказать всему миру. Ребят оттуда нужно возвращать. Без этого невозможно было строить, воссоздавать и крепнуть. دوق بدو آلرتو أيخ بالناخ بوش حلا بول بولش بول شو إذا ديفناست واسمه جودة دحر المدر هر وقت بيش أش هدوت أش أوتوبش تاع بيرجرات شيء هرش يشتغل ديزي ويشتغل ديزي هر رئيسكي بتشاق يو ويديو متر ويتاع هر يويلا دات يلوريات أش بوشل إيش يتون ديلتون شو بولي نيز بول ديلا أدم دوي постепенно до ладуш дела мела جوز أبول بوش تبعش وقر إيش ليلا شوم درق تعديل غيتم غلا تبعكت تبعكن شو دعوة اتشول تبعكن جسون سين خاخوش هو إذا صوتك تبيك تشولته. Эти уникальные съемки сделаны 22 марта 2003 года. Завтра уже был референдум, но сегодня огромная работа, проделанная не за месяц и не за два. Кропотливый труд, потому что сильны были еще западные доллары и призывы уничтожать и без того хрупкий мир. Вот они, те, кто понял и сложил оружие. Тогда единственным гарантом для всех них стал первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров. Луиза Андеева, Муслим Пицаев, Ильяс Якубов, Заур Магомадов. Новости. Вместе с Конституцией день своего рождения отмечает и героиня нашего следующего сюжета. Сацита Саидова учится в 4 классе. Историю десятилетней давности она, конечно, не помнит. Девочка во всем пытается быть первой и самой лучшей, считает наш корреспондент. Единственное, что так и не удалось выяснить Алевтине Банадыковой, что повлияло на формирование таких принципов именинницы. То ли судьбоносная дата рождения, то ли характер. Тема. Референдум. Сацита Саидова пока еще не смело выводит главные для всей республики строчки. Референдум – это конец войны. Чуть позже напишет маленькая девочка. Ровно 10 лет назад, 23 марта 2003 года, в день референдума родилась четвероклассница. Отличница, помощница по дому и самая лучшая сестра. Главный документ республики она пока не выучила наизусть. Основные положения читает, стараясь вникнуть в суть таких важных слов. Конституция Чеченской Республики вступает в силу со дня его официального опубликования по результатам голосования на референдуме Чеченской Республики. Большая семья сегодня за одним столом. О том, что в самый важный день для будущего республики родилась Сацита, говорят ее родные. Ставшая гордостью семьи, она старается быть первой и самой лучшей во всем. То ли дата рождения судьбоносная, то ли характер такой, но все препятствия она переносит стойко. Настольная книга среди учебников и школьных тетрадок «Конституция Чеченской Республики». Важность исторического дня Сацита постигает каждый день. Конституции Российской Федерации, федеральными законами Конституции Чеченской Республики и законами Чеченской Республики. Десятилетний рубеж Чеченская Республика преодолела, став выше и сильнее.
Выше в Грозном были построены комплекс «Грозный-Сити», здание Национального музея, квартирные дома и правительственные здания. В ушедшем году 12-й участок стал гордостью всех ведомств. В грандиозной стройке были задействованы все жители. Сильнее. Республика гордится богатством национальной культуры и неоценимым достоянием. Стремительные преобразования, и вот регионам восхищаются все без исключения. Положительные тенденции признают все. Республика на устах людей и за ее пределами. Очень хороший президент, заботится о своей республике, все делает для своей республики. Много рассказывают интересного, как расстроился Грозный, какой стал красивый. Я его помню еще в такие далекие времена, 90-е годы. Вот, поэтому даже не представляю, какой он сейчас красивый. Ну, по телевизору мы смотрим, очень даже нравится. Знаю, что президентом является Рамзан Кадыров. Очень много хорошего о нем слышала, что он сейчас поднимает очень сильно республику. У них ведется очень большая работа вообще по благоустройству вот их столицы Грозного. Я там сама не была, но очень хотела побывать, потому что очень много хорошего слышала. Ахмад Хаджи. По его стопам чуть позже пойдет и Рамзан Кадыров. Необходимость сохранения не только национального достояния, но и самобытности самого народа не раз подчеркивали оба руководителя. Для тех, кто пережил непростые времена и выстоял, были созданы все условия. Зарубежные врачи постоянно пытаются помочь тем, кто своим здоровьем и благополучием заплатили за будущее мирное небо. Современное оборудование, самые лучшие врачи и преподаватели, только высококвалифицированные стажировки. Области здравоохранения уделяется самое пристальное внимание. За 10 лет были восстановлены заводы, основные социальные объекты, ежедневно ведутся работы по благоустройству всего региона. Роль Ахмада Хаджи Кадырова, конечно, неоценима для чеченского народа и для всей России. Сегодня, благодаря той политике, которую проводит наш глава республики Рамзан Ахматович, в ногу со всеми другими районами, и Шелковской район начал возрождаться. То, что задумал Рамзан Ахматович, в этом году в Шелковском районе мы притворим, мы его не подведем. Каждый уголок республики был преображен. Это коснулось всех муниципалитетов. Новый облик сегодня приобретает Шелковской. Объявленный годом района, он меняется каждый день. Что было и что стало. Разительные изменения. Духовную составляющую Ахмад Хаджи и Рамзан Кадыров ставили и ставят во главу современной политики. Поэтому и одни из первых строящихся объектов – мечети и школы хафизов. نعم بابا صندوق كوي نا كيوسك نا نتكلو يطلع بوش حي دون حي دون بوش دون هو شو يعني بوش هم شيء هو تعرف ليش كم فوقه ليه بيت كذا ولا ما جاكي بيت شو حياك تاسع هذا يصير هنا يصير هنا حلا صدق دون وقيم شيء دون يسني لو عشوية دون أنا كوت بيت كوزة بسرعة. Чеченская земля после 2 военных кампаний может гордиться и многонациональным колоритом. Около 50 разных конфессий считают чеченскую землю родной. Отзвуки национальных праздников слышатся из разных уголков. То татары, то кумыки, то русские отмечают праздники, которые корнями ушли в прошлое. Одним из главных приоритетов направлений во все времена считалось образование. Потерянные годы не должны стать преградой для новых открытий и научных инноваций. Благодаря усилиям главы сегодня Нурхаш получает образование в немецком университете. Совсем скоро он будет своими знаниями делиться с теми, кто только встал на университетскую тропу. Он гордится не только успехами в учебе, но и спортивными кубками. Джиу-джитсу он занимается больше года. Хотелось бы сказать, выразить свою благодарность главе Чеченской Республики, Кадыру Рамзану, а также чеченскому правительству, благодаря которым и была создана эта программа, нам дали шанс обучаться за границей.
Референдум 23 марта 2003 года стал отправной точкой успешного развития региона. С инициативой проведения тогда выступил первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Это предложение было поддержано федеральным центром в лице Владимира Путина. С приходом к власти Ахмад Хаджи Кадыров определил главные приоритеты для своего народа: восстановление прав граждан, возрождение образования, культуры и спорта. Его решимость покончить с военным конфликтом и противостоянием в республике всегда поддерживалась президентом России Владимиром Путиным. Сегодня о мирной жизни и правильном решении не только руководители, но и всего народа говорят стремительные преобразования и отзывы, слышимые по всему миру. Учеба, образование, культура, спорт – каждая социальная отрасль подвергается изменениям. Сацити Саидовой посчастливилось родиться в новую эпоху для чеченского народа. Сегодня вместе с сестрами она помогает маме по дому, да и папу старается не забывать. Хоть и мужские хлопоты, но те, которые в очередной раз подтверждают простую истину – мир на чеченской земле есть. Левтина Бонадыкова, Муслим Пицаев и Рустам Саламов. Новости. Спешу сообщить, что Сацита Саидова не единственная именинница в этот знаменательный день. Вместе с открытием избирательных участков 23 марта в 2003 году открылась главная республиканская телерадиокомпания. День проведения референдума стал первым рабочим для телеканала «Грозный». Сегодня, как и 10 лет назад, журналисты освещают судьбоносные события. История становления ЧГТРК «Грозный» глазами Зуры Саламовой. 10 лет – юбилейная дата, время, которое, наверное, любой человек назовет этапом. Для развития телекомпаний и людей, работающих здесь, это тоже этап, и немалый. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Восстановление в республике идет невероятными темпами. Это утро с вами проводим я, Мадина Алиева. В прямом эфире работает программа «Новости». Эти 10 лет были разными и незабываемыми. Количество эфирных часов невозможно представить. Число программ, гостей, интервью за эти годы также не счесть. Менялись люди, менялись декорации и условия работы. Однако на протяжении всех 10 лет люди неизменно с самого утра приходили сюда создавать и творить или помогать своим коллегам. Охрана следила за порядком, включалось электричество, водители готовили свои машины, операторы камеры и всю остальную многочисленную технику, режиссеры монтажа, монтажные комплексы и компьютеры. Корреспонденты готовились морально вникать, слушать и слышать, чтобы в итоге донести до телезрителей и радиослушателей самое-самое важное. Сюр Деколович, здравствуйте. Вас приветствует информационная служба телеканала «Грозный». В студии Марьям Керимова. Волнение, безусловно, присутствует, поскольку это прямой эфир. Бывает очень много волнительных моментов, особенно когда материал не успевает к эфиру, в суфлере начинают тексты переставлять. Особенно, когда потухает суфлер, это просто ужас. Ты начинаешь копошиться в своих бумагах. Приходится волю в кулак брать. Телевизионная индустрия в последние годы расширила свои горизонты. Несмотря на конкуренцию, канал прочно утвердил себя как лидер в медиапространстве Чечни. Начиная с 2 часов вещания на базовой подложке одного из телеканалов, Грозный перешел на суточное вещание. Но одним из крупнейших достижений стал выход на спутниковое вещание в 2009 году. Нас стало видеть больше зрителей, стала выше ответственность. Соответственно, и информации больше приходится собирать, поэтому появляются новые проекты. Мы перешли за, так скажем, границы республики. Нам приходится теперь выезжать не только в другие регионы России, но и за границу. То есть то, что сейчас нас видят за пределами далеко Чеченской республики, заставляет нас работать на порядок выше, качественнее и ответственнее. С выходом на «Спутник» расширилась и материальная база телеканала. В 2010 году началось строительство студийного комплекса. Новое здание соответствует стандартам современного телевидения. Руководство канала активно участвует в переговорах с зарубежными партнерами о сотрудничестве в сфере медиатехнологий. У нас имеются партнерские договоренности с рядом крупных федеральных и международных компаний. У нас есть договоренности о взаимодействии с НТВ, с ВГТРК, с региональными телекомпаниями. Мы открыли начали открывать сеть корпунктов как в регионах, так и за рубежом.
Одним из важнейших в истории канала можно обозначить одно событие. Ровно 10 лет назад, 23 марта, состоялся всенародный референдум по проекту Конституции и первое вещание Грозного. Этот день главный редактор Лолита Хакимова провела прямой эфир. Именно после 23 марта, после принятия Конституции, нас уже как телевизионщиков, как телевидение, как канал стали воспринимать уже всерьез. И нам стали доверять. Работа на телевидении не всегда держится на тех, кого привыкли видеть на экране. Не менее важную роль выполняют и те, кто остается за кадром, например, титровальщик. От меня-то и зависит многое. Если ошибусь я могу спровоцировать и на ошибку и ведущую. С юбилеем тебя, Грозный, с каждым годом для сотрудников канала эта фраза приобретает все большее значение, ведь основная часть их жизни проходит на работе, в суете и постоянном поиске нового и интересного. Зура Саламова, Ибрагим Параулидзе, Дауд Куруев. Новости! В канун десятилетия телерадиокомпании «Грозный» состоялся торжественный корпоратив. Многие сотрудники были награждены государственными медалями, званиями и почетными знаками. Их сотрудники получили от почетного президента телекомпании, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Больше 10 человек были награждены медалью за заслуги перед Чеченской Республикой, званием заслуженного журналиста и почетными знаками за трудовое отличие. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил огромный трудовой опыт сотрудников телерадиокомпании, их заслуги в деле налаживания мирной жизни и распространения достоверной информации. هون بدل جنيات أو أهل ديشنا كعابر أيس دون أحيوك شدونا سبيرو دي دونا شو دونا وصو دونا تك دونا بال عليك دعوتينك شو نتعلم وتعاقش شو بيلدك بوزا وش أوتش تزوزا أوتش دونا لكن إيش بيش ببلغن دونا ما خاقش أحيوك شدوي سنو تودي أو لا دونا وقري على شو قاعد بس لازم إتشرا دونا أشكحوش أشباحتهم بالطولة مسي يطولهم ويكنسل تسيبه يطولهم لعنا وأدني داخل حيل اشتاد الخزل دايل دعوش نقشي شويو أشك أهيجر بعندش أش دول حال نيز دوز در بعندش أش دول نيز دوش أر بعندش خاستو إذا خاستوش شو إذا شوش أش دانا كي راتزوش عنا ده دو هاتزوش ما هو كذي زريب كذي هو كذي دان شو حدا آخر بعندش ترى تون بابا أتادو أقولي حالا دعونا شو دعونا تصل جاي وده جدا إنا دعونا لو إما ده بعض شو شيء مثلا هو سويش أتريد نعبر على مثلا هو إيش دعونا ده إما تريد واحد عشرة سند دعونا إيش دعونا تريد شيء قوش دوشنا شيء مثلا شيء دوشنا نية ديل دعونا هلا دعونا ديل دعونا إيش وين ديك باب نتاعنا وين كاش دعونا ذاك أبسط جدا كاش أور ديك أور تيجي يخليو سونتون ديل دعونا مثلا ملك ديل لا На мероприятии прошла лотерея, выступали артисты чеченской эстрады и КВНщики. Десятки других сотрудников были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами различных министерств и ведомств. Отличившиеся из них отмечены Федеральным министерством связи и массовых коммуникаций. Эти награды передал Алексей Волин, заместитель министра, который отметил, что телеканал «Грозный» все чаще заявляет о себе среди российских и мировых СМИ. Ваша телекомпания, она принадлежит к числу не только состоявшихся телекомпаний, о том, что она есть, о том, что у нее хорошая продукция, о том, что она завоевала свою нишу не только на чеченском информационном рынке, но и на российском, я бы даже сказал и шире, и на международном, потому что я могу сказать, что в очень многих международных форумах, посвященных проблемам развития телевидения и средств массовой информации, представители телекомпании «Грозных» принимают активное участие, выступают, говорят интересные вещи, их слушают, с ними часто соглашаются. Я хочу сказать, что у вашей компании есть одна очень хорошая, характерная черта. Вас не удовлетворяет то, что вы достигли, вы не останавливаетесь на этом, вам хочется большего. Поэтому, наверное, мое самое главное пожелание будет заключаться в том,
чтобы вам всегда хотелось большего, и чтобы все, что вам хочется, вы достигали и вы добивались. Потому что в этом как раз будет главный залог и успех развития вашей компании, и я знаю, что у вас это получится. И возвращаемся к теме референдума. День Конституции отметили в Курчелоевском районе. В местном Доме культуры прошло праздничное мероприятие, где для собравшихся с концертной программой выступили учащиеся районной детской школы искусств. Среди приглашенных на мероприятие глава муниципалитета, представители территориальной избирательной комиссии и работники различных организаций. Те, кто принимал участие в референдуме 2003-го. Собравшиеся вспомнили те трудные годы, когда республика только делала первые шаги на пути к возрождению. Глава администрации Курчелоевского района, выступая перед присутствующими, отметил вклад первого президента Чеченской Республики в деле становления мира и законности на чеченской земле. Почетным гостем на мероприятии стал председатель Совета алимов Республики Хожахмед Хаджи Кадыров. Поздравив всех со знаменательной датой, он отметил значение события, которое произошло в этот день 10 лет назад. Принятие Конституции положило начало всем преобразованиям. هرهيد مهتش وتصعد ياسر هرهيله نيس خيل مشقلو نيب أحمد حجس رحمه الله تعالى دال أني تقولتنا سوي هرلاسنا وين قومنا قاعدنا إنك سوي عبور برتسه. И продолжаем выпуск. Поистине всенародный праздник. Все жители республики встречают с хорошим настроением. Принятие Конституции стало важным шагом в дальнейшей истории Чечни. Видно, как город строится, как республика строится, как она хорошеет, как она прекрасно становится. Но это же никто не ждал до этого. Благодаря этой всей Конституции, благодаря Ахмаду Хаджи Кадырову. Для нашей республики, я считаю, что все это отразилось очень в положительную сторону. У нас очень много преобразований. Референдум открыли большие дороги нашей республики конкретно. Это видно, посмотрел вокруг. Город очень красивый, неузнаваемый город. Центр Грозного можно считать центром всех праздничных торжеств. В столицу стекаются жители не только районов республики, но даже из соседних регионов. Байкеры со всего Северного Кавказа совершили мотопробег. С центральной площади участники акции направились к высоткам Грозный-Сити, где их приветствовали парашютисты. День Конституции уже успел стать самым народным праздником Чечни. Основное внимание приковано к столице. Местные власти сделали все возможное, чтобы жители запомнили эти торжества надолго. Рев мотоциклов слышен по всей столице, ведь сегодня в Грозный приехали байкеры со всего Кавказа и Москвы. На своей Хонде из Дагестана приехала Мадина Амагова. В обычной жизни бухгалтер, а сейчас любительница быстрой езды, решила поздравить чеченский народ с Днем Конституции. Я пока ни на что не способна. Я говорю, лучше 3 сезонов один это снять шлем и вот так сделать волосами. Все, внимание обеспечено. Бывший житель Грозного Игорь Ярошниченко тоже празднует вместе с грозненцами. Он приехал на своем байке из Москвы, где живет последние 15 лет. Байкеры это вне политики, вне каких-то социумов. Это дружные ребята, которых может на дороге связать. Со стороны главной площади доносится шум мотобайков. Участники готовятся к заезду. Вот подъезжает и первый номер автоколонны. За рулем мэр Грозного. Сулач умер предин таграт, он начал суши шиддаг бомбок шиддаггер мене, то кима залжан. Мелжим ходжи мелёх ходжи даггерине. Так сун ме халю тунези
Хортага ши эту ши возможности хажан адми хаж население хажан там делает мгала население yok тут население хажан вот центр прям есть мероприятие еще праздник там хазада такое. Мотопробег начался с центральной площади Грозного. Трудно сказать, насколько растянулась колонна. Гул десятков мотоциклов заглушали привычный шум города. Конечная точка мотопробега – высотный комплекс. Сюда же направились участники праздничного шествия. Огромный триколор движется в сторону Грозный-Сити. Праздник у нас сегодня. Мы празднуем принятие Конституции. Этот день, можно сказать, остановила и начала мирная жизнь Чеченской Республики. Ахмад Хаджи Кадыров внес огромный вклад. Он действительно является для нас великим человеком, потому что это настоящий герой. Кульминация сегодняшнего праздника стало захватывающее парашютное шоу, которое началось с крыши грозненских высоток. Многим из спортсменов удалось попасть прямо в точку. Нас пригласил ваш мэр, и спасибо огромное. Нам очень приятно прыгать с вашего здания, прыгать в вашем чудесном городе, общаться с гостеприимными людьми. На самом деле очень приятно, спасибо вам большое. Вот нас пригласили, мы вас поздравляем вас с праздником, очень здорово, нам очень приятно, с удовольствием. Празднование Дня Конституции в Грозном продлится до позднего вечера. Сегодня в народных гуляниях участвуют не только грозненцы, но и многочисленные гости столицы. Итоги всенародного референдума в республике сегодня можно увидеть практически на каждом шагу. Однако красноречивее всего об этом говорит центральная часть чеченской столицы. Ведь сегодня здесь находятся такие объекты, которых нет не только в российских, но и не во всех европейских городах. Зенди Сосланбеков, Муслим Пицаев, новости. Рев мотора байков могут заглушить лишь звуки лезгинки. Парад, праздничный концерт и, конечно же, танцы развернулись на площади перед мэрией. Пока жители отдыхали, наслаждаясь торжеством, на месте событий работала Алевтина Банадыкова. Участники шествия не ограничились лишь праздничным парадом. Плакаты и лозунги они развернули на площади перед мэрией, где собрались жители со всей республики. Поддержали торжества в честь референдума и представители городских властей. В руках каждого ребенка разноцветные шары, которые чуть позже они выпустят в небо. 23 числа نان يلكن دوي يش يلكن دوي قسم نان يلكن دوي دويزو يلكن دوي كان ديل ايتم سبحة ديل ايتم شوزلوا عم بعدي على أبو بكر رمضان بعنا وين المرجوية له المرجوية له ده وين دز ده شو بيلدو داخل وديستر ديشوسته. Праздничный концерт организовал столичный департамент культуры. На площади развернулось настоящее театрализованное шоу. Национальные танцы захватили всех присутствующих. Да здравствует Чеченская Республика! Да здравствует достойный сын великого отца Рамзан Кадыров! На несколько часов эпицентром сегодняшних праздничных гуляний стала площадь перед мэрией, которая собрала без преувеличения тысячи человек, тех, кто не смог остаться в стороне от даты, кардинально изменившей весь ход истории региона. Алевтина Банадыкова, Шамиль Сулейманов и Тамерлан Арсенукаев. Новости.
И уже к вечеру небо над Грозным озарилось разноцветными огнями. Празднования референдума в столице республики завершились фейерверком. Было произведено более 700 залпов. Салют, посвященный 10-й годовщине со дня принятия Конституции, длился около 10 минут. Салют прошел по всей республике. Так фейерверк озарил небо и над городом Шали. И к другим темам. В эти дни поздравления принимает помощник главы республики по дошкольному образованию. Зарган Кадырова отмечает день рождения. Многие ее знают не только как руководителя дошкольной сферы, но и как человека, занимающегося благотворительностью. В Доме культуры Алироя в честь именинницы состоялся праздничный концерт. Тему продолжит Фатима Магомшерипова. Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Норчо» и вокальный ансамбль «Жена». Они приехали в Алирой, чтобы порадовать местных жителей своим мастерством. Сегодня у юных артистов еще одна важная миссия – поздравить помощника главы республики по дошкольному образованию Зарган Кадырову с днем рождения. Репертуар молодого коллектива насыщен детскими композициями и чеченскими народными песнями. Музыкальное сопровождение сменяется акапельным исполнением. Этим девочкам нет и 10, но к сцене они уже успели привыкнуть. Ансамбль, созданный по инициативе Зарган Кадыровой, полюбился не только маленьким зрителям. Мы выехали с удовольствием. Дети готовились к этому, можно сказать, уже 1,5-2 месяца мы готовились. Были у нас новые песни, посвященные Зарган Кадыровой. И сегодня мы выступили. Жаль, что ее не было на концерте. Из-за Хажса Ягню, Хаждал Обулдоль. Мы хотим ей пожелать всего наилучшего. Молодые артисты из 2 ансамблей представили зрителям 16 композиций. Репетиции новых номеров идут каждую неделю, так что участники творческих коллективов обещали вернуться уже с новой программой. Фатима Магомшерипова, Ильяс Якубов, Амир Тагаев и Тамерлан Асалыкаев. Новости. День Конституции отметили в Урс-Мартане. В праздничном концерте приняли участие самодеятельные коллективы. Мероприятие продолжилось народными гуляниями. Представители районной администрации поздравляли собравшихся с знаменательным событием в истории Чечни. Здесь же, в Урс-Мартане, прошли финальные бои турнира по рукопашному бою. Состязания были приурочены к 10-й годовщине проведения референдума и принятия Конституции Республики. Спортивный турнир организован патриотическим движением «Ахмат» совместно с районной администрацией. Финалы из более 50 спортсменов прошли 10. Победителем стал спортсмен из селения Гойты Магомед Магомадов, который получил в подарок от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова ключи от автомобиля. А сейчас коротко о том, как отпраздновали День Конституции в других районах республики.
С утра у здания администрации Шатойского района сотни машин ожидают старта. Сегодняшний автопробег смогли увидеть жители всех сел района. Длинная колонна проехала по главным улицам этой акции. Участники отдали дань уважения памяти Ахмата Хаджи Кадырова. В Ачхой-Мартане на площади имени Ахмата Хаджи Кадырова собрались сотни людей. Вспомнить, как все было 10 лет назад, поздравить и рассказать о значимости принятия Конституции пришли представители администрации района. После официальной части работники Дома культуры порадовали присутствующих концертной программой. Скачки, приуроченные ко дню принятия Конституции, прошли сегодня в Шелковском районе. В них участвовали скакуны со всего Северокавказского федерального округа. В заездах принимали участие как профессионалы, так и любители. Организатором выступил начальник отдела МВД по Шелковскому району Ваха Геремеев. Спонсор проведения скачек – командир полка милиции Управления вневедомственной охраны при МВД по Чеченской Республике Шарип Делимханов. Всем призерам вручили денежные поощрения. Торжественное мероприятие, посвященное десятилетию со дня принятия Конституции Чеченской Республики, сегодня прошло и в отделении Пенсионного фонда. Празднование началось с показа видеоролика о новейшей истории чеченского народа, в которой первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, сыграл роль миротворца. С поздравительной речью выступил управляющий. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом и зажигательной лезгинкой. Велопробег от Гудермеса до Аргуна с передачей чеченского флага и Конституции. С этого начал отмечать десятилетний юбилей референдума Гудермесский район. У Дома детского творчества собрались сотни людей, чтобы отметить общенародный праздник. Разделить радостное событие прибыли и гости из Дагестана. Торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате, состоялось во Дворце культуры Нажиуртовского района. Присутствовали руководители и работники учреждений и организаций. В своих выступлениях они говорили о значимости дня референдума. Праздничные мероприятия прошли по всему району. О значимости Дня Конституции для республики говорили и в Грозненском государственном нефтяном университете. Студенты и преподаватели подготовили доклады к десятилетию принятия референдума. Собравшиеся отметили о позитивных изменениях в республике за этот период. Прошедшие 10 лет показали и доказали, что принятие Конституции было правильным шагом. Впрочем, так считают не только сами участники референдума, но и те, кто за историческим моментом наблюдал со стороны. Об этом говорили на праздничном мероприятии в ДК «Оргтехника». Концерт был призван еще раз подчеркнуть историческую значимость события. Прошло 10 лет с момента всенародного референдума, который проводился в очень непростое время. Но прошедшие годы показали, то был верный шаг, ведущий к миру и процветанию. И сегодня в зале не могли не вспомнить человека, сыгравшего главную роль в становлении республики, вдохновителя перемен, героя России, первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. В 2003 году наш народ сделал свой выбор и тем самым доказал верность курсу Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня мы празднуем истинно всенародный праздник 10 лет Конституции Чеченской Республики. Сегодня гарантом стабильности нашей республики является глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который следует созданию курса развития демократического общества как и в республике, так и в целом стране. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем Конституции. Тамара Шамаева тоже участвовала в референдуме, и в деле добра и мира есть и ее голос. Сегодня она вспоминает то тяжелое время, было страшно даже просто передвигаться по улице, но народ верил в своего лидера и был уверен, что за ним можно идти смело. Тогда я говорю, если для нашего народа это будет хорошо, если это принесет пользу, если все будет у нас хорошо, будет в этот день солнечная погода. А было вот все 2 недели пасмурная погода, дожди, и утром солнце выглянуло. Ясная погода была, солнечная. И вот стала, я говорю, вот все-таки Ахмат Хаджи для нас хороший человек. Подарок судьбы он для нас. И действительно так оно и оказалось. Участниками выступления стали сразу несколько творческих коллективов и звезды чеченской эстрады. Среди них хор детской школы искусств, Джамиль Загиев, Розита Дадаева, Тамара Дадашева и другие. Через несколько минут на сцену предстоит выйти очередному участнику. Нет смысла говорить, что каждый из них, несмотря на большой творческий опыт, сегодня испытывает особое волнение. В марте 2003-го в республике было не до концертов и праздников. Решалась судьба и будущее целого народа. И сегодня, спустя 10 лет, народ вспоминает об этом с гордостью и благодарностью.
Яркие номера артистов вызывали аплодисменты в зале, и улыбки на лицах стали сегодня своеобразным символом того, что мир и согласие давно закрепились на чеченской земле. И опорой тому основной закон республики – Конституция. Забегайте Киева, Халид Мавсаев, Тимур Саратов. Новости. И к другим темам. Около 100 тысяч подписчиков и сотни обращений каждый день. Глава республики продолжает рассматривать вопросы граждан, которые поступают на его аккаунт в приложении Instagram. Зачастую глава региона лично встречается с авторами вопросов. Одна из подписчиц написала главе региона жалобу на свое начальство за якобы незаконное увольнение с работы. Так это или нет, Рамзан Кадыров выяснил, пригласив обе стороны. Выслушав всех приглашенных, глава республики поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование, после чего Руслан Алханов выехал к автору обращения. Чем закончилась эта история, расскажет Луиза Андиева. Считая свое увольнение несправедливым, вот эта женщина, Хава Гаибова, обратилась к Рамзану Кадырову в интернет-приложении Instagram. Она работала директором Курчелойской детской школы искусств с 2009 года. В 2012 ее уволили. حكينا شكلنا وكان حكينا شلون هيدا عبوش بيشتونه حنيق عبوش شقق بس كده هون تدون توي أصلا ما تصل مني سوتخال سوينا كون حلا واحد دون على غير ونظام الديار دون دوتخال سوينا سوينا هم ضيعنا يا مدر صار مدر حالا يبلغوا يا Женщина рассказывает, что работать она начинала в трудных условиях, без кабинета, без мебели и компьютера. И якобы благодаря ей школа искусств добилась выделения бюджета. Однако разбирательство выявило новые факты. Министр культуры приводит новые доказательства того, что Гаибова вовсе не занималась своими прямыми обязанностями, а, мягко говоря, неизвестно, где находилась несколько месяцев. Дикало Музыкаев звонит специалисту отдела искусства Айшат Хасеевой, которая курирует Курчелойский район по линии Минкультуры. И Гаибова, Хава, проверьте, вообще кабинет находится нет, как это? Можно было сказать, вообще школа не функционирует. Но и это не все. Оказалось, что никаких отчетов, никаких планов и объема работы бывшего директора детской школы искусств нет и никогда не было. طوميرشتن دون قابتنا يهبتنا شرنا تنتير مودي عمل موسو حلوشتو كده اسيدن عودو شاديجي اس حون كان بو حلو هوش خاتلوش بو ال حنا وسو وش حكي هو اسوس كده سو كده ناقص ما كده از ديكا وسك از ديكا ليش هتيش صوت اديكا بيتش سبت كده سو تيش ناحه از تيرون دو زوتشن دي تيرون دو اتسو دونا حمير دو حتلو حمير يجي كده سو حلو اخرت В ходе разбирательства выясняется, что Гаибова все же получала и мебель, и технику для работы, но этого директору школы искусств показалось мало. Как тебе понятно? Рамзан Кадыров спрашивает всех, кто знает эту женщину, какой она работник и за что ее уволили. Есть еще один звонок главе Курчелойского муниципального района Абу Хасану Висмурадову. Также выяснилось, что Гаибова Хава пыталась реабилитироваться через многих людей. К примеру, она писала СМС-письма совершенно незнакомыми людям с просьбами о встрече, хотя те ей отвечали отказом. Чтобы 100% убедиться, Руслан Шахаевич, честно, справедливо, хидмадьязер, сколько проверки чисто, и что-то, типа, и что-то, если каня, что хидмадьязер, моссо беллочинг, сига болчак, массага, асфон, телефон, он распечатал, он хидесон, и потом материал, и шарик сурт,
Bosso te dagen am jag skedest edina предложить не дана вай да трюде жамона har va rams vay dana هو или هديك يلا دو har na هو har va بقيو ديكالو حيبل الله هو كراتر حيت سي اتشوش حيت اخور دوين بيحكي اللي بيحكي اللي ابو حسن بيحكي ولا سكر عيحنا ولا سكر. Все бумаги, принадлежащие школе искусств, все отчеты, чеки и подписи будут теперь тщательно проверяться. Рамзан Кадыров говорит, что выводы будут сделаны в соответствии с законом. И министр внутренних дел Руслан Алханов выехал в Курчелой. Здесь уже собрался коллектив Курчелойского отдела культуры, в том числе уволенные бывшим директором школы искусств Хавой Гаибовой. شكاف اتحيون كويشل يوم لانش يوم هارستول يوم هاريوم اشين سيلا با اسمه يلي يعطش حدح حشيو وشين اسبق حون سيلش بس ما تيلا هو كون هوش وي هو شو حدا يحكي بوس ريمونت وي ماسو ميبل وما ينشن حتى يلا سو حبي نداس سو حبي ان شاء الله سو ولي اوبستن فون غوما بيحنيس سو شو حبي نسو شو ولي ليش او شو بريوتشيس بس شو كبنيش فاتنا هو هذا أنا شكون إسكوس عبيش عمل عيلا كبين الدوش درس بس أتاني هذا سو هميلوس درس لقينا يعني شن جو شن سيوق بعد أصلا دوش عديلا سو بروجيكتش شو هدو عاش بروستبول بريكش شو هدو عاش دوش نقعدوا بقى يقول هذا خلاص بس دوش عديل نفس هو شو سكرات دي عشان عيلا تشوف عشان هو كلاس بس يجيله ايوه هو ده الكاس ده عادي لا شادك واحد شباب مصر واحد ده كل التبادل برر مورد شو سيرسيو حاجه شو تصور ده هو شو هو بيش مو عامل بس هو مش كي يقتش هو كيف تتوصل يوش ما اس حيالي قال شو ده كل ده شو ده حينا صنع ازيو ده احول ده حباب العيال جا يو اس كل ده كم يسدا حد باخ كده باخ باخ از كارتين ده تحيل تخيس الماده ده سدون ما سيدون أس أخذوا أسباك بحال ساعة ساعة دينا ده سدون حيو حيبول العيول ده أس أخذ واحد لا دون كم يسدات دون حوسا سي يس نيس بيس ضايقتنا هو السوق تلوان سلطنت بيسنداس دون مش سمع هايوش من يمسي حافظ ولا حافظ ديني ودا ما ديبارتمنت شو دي خاشة شيء بدي خاشة هذا سادون قاعد قاعدون سديس بغيش أسير أس إيش إبابو То, что Гаибова слишком часто отсутствовала, говорят и сотрудники отдела культуры. Никакой работы она не проводила, говорят они, и даже закрывала здание школы во время своего отсутствия, не говоря уже об отношении к коллективу. Задним числом набяха. Диселинс, аспиту касту до му да я шун чиз бол бешери из шун хашери шун хубиош хашери шун гавури из вози. Футбол да я жем идём за том. Алло, самаля. Что söge pacho abiken onda. Har iba yosh. Rozumra. Doshlik. Huna doshlik. Bizi yerin yakın kaçtı var da bu teyir. Şu abiken onda şu kaçtı. Har baktık do har baktık da diye şu. Devam et. هوا إيمان تعيق هوا أصلا هوا أسبق ما تي توصلي صور زرازي ورش برش زرازي ورش أصلي وان دوار صورشة بني تعيباري أسرع طبار تعيبار أحد وصار صار بلا الصوت ما يزر بلا دعور دوشن صبلني تعيو قبوت سو خاني لي إيش صما يه صدو تكون جوانا أبدا نعم يزلين وريس هوا أحسن تكون جوا أحسن سوق صوت خمس سري تدوش حيلا في جاش ده ها تردوش حيلا دعيا يغري وعوا إيش دري أخذ دباش إيش دوق حوا صقورة عندي عدوي بايش وش حالوي لا حاجة هبردي حوا أس يدو ده يدو خنيس يلا عن أحسن أسن توشر تليفون يو وي بعد يحرد يحتوي أخونا على تخبل أرد ولا بوا باش ده تخونا على تحصلت شو يتن عدد دوق استيا وآخر موضوع حيا ما يتبغى حوا أحمولتو تكون زادني مشيستون تنبولي حبلني تعيو آخر حاجات بلني شنو ما داتر تكون آخر بلني تعيو بار بلني شنو داتر هتكون غير هميش عاير تكون صار بين زرقلات حلوات إذا دات يأت بوس دوت سدلت تكون يا إذا زرقلات سدلت تكون إذ هون شن هنتي حبالو هيت سام بارجع شخات مو خدوي حبالو عامل بو وش نيكش بون هو غير تنزوال هنتي بو أبيشو إذا وش دعبي أحكي سرت سبعة وش بو أبيشو
هو قتل سؤال هندي طبعا أصلا دوجاني يعني طويل خشوا ورد دوجاني يعني سؤال وشو يعني أصلا كده دوا قرد هذا اللي يعني حصل رسمي دوا قردون هو جاي شالوت شو ده ساعة هو بعد يعني تردو وش بياخدين هون خلطة بوابين يو مات وقت ملك يخاف شو حينزل يقول لي أكتر يوم شو بوابين تيجي يشدو تيجي مثلا دعوة مات وقت جو بدل على زوج تيجي بلو شنا شاحون أخ تعالوا درها الوقت عديش دايت يعني بزوج عيوب بس في جناح عصام شقال لك قال هروح شاحون ناسون ملو أخ شو ما ده لا بس أنا ده ديز أخ شو بوابنا صوت له قال لك جورنال ده حقيقي ناده جورنال شاد يدوه وبلدو شنا شو بلدو جورنال جورنال بالله دادو شو شيء زارب تبلات شو دادو جدات هو داخل صحيح شايف جسمه أشباه بالبانية ما يعرف كيرش يعني بو تبوا حكيرش كمان زامبل يتونو يبلغلو يو ليحت وبش يا خبوط صورة أنا أو شو وبش بابش يا خبوط طول حالة يا غريب طول ده يا غريب شبوط بعد مالك يا رجع خوز مستقلين كشوا عبير سنة هو شكولة أنا يورش خينا أنا يتعلم وتعينه ده هذا جو أسباب يسدوي هذا إذا جمس عندهم بينيرو أسدوي أشياء شو بيعوا هذا شيء سواء شو عندهم بيعوا بيجوا بيش عمود يجوا هذا أصلاً نقول شو قندون خذوا آلات يجيب آلات يتعدون ذات دون أصلاً بروفيسيونال بيعوا مسك آلة لكن من ذات الحياة هذا حياة الوقت بيش كان الميل بعد ساعة تكون زابش سيخش إيش جوش هذا ما بوب شو شويت النت ذات دون هل بوب هل أصعد سقوش إنه ذات أصيد ذات خد سود المينوت هذا هون جيتش سنيت أصحيح عشان بيسون يجنا يس وصحيح هو بوب أسبتات إنستروك يبدأ بوب بيبقى بطة سبعة بعيا خلاص حيس ما سوريزي مش بوب هو أهيك شدقة طبعا هو إدارة هو يحيي سنة طبعا دي تاعي هو إدارة تنوع دواسون طبعا ورد على ويش تاع كولكتيف فريمورك مصومة تاع كولتورا حليقة أهيك شدو سوق أهيك شيرا دائما خلاو تا أحجني بوحجني دعوة الله وات سون بس يحيتان هو صوتان وتحويتن يا أخي ديو شمدات أي شيء جاي هذا وين لو مصبر حاجة كان تعمو تتم مقالة ويل بيت مده وهو كلنا خل بيت مده ويصينا وبروست خارطو أنت متنش بيتشل بيت ويصينا تعها بيك نادي نتوقع وي أوجي يش يقول نابو نادي إزبابو خارطو يشي خارطو شين إيلو تان زين خانيو زين خارطو جق يالي تريات أيلو يالي تريات جق داخل تيم بولن فوق باتوا полностью объективно разобрать, Хуар говорит объяснение, однозначно. А коллектив полностью собрать объяснение, с нее объяснение, полностью деятельность ее. 3 года ты работал. За 3 года деятельность полностью проверки, полная деятельность проверки. Объективно. Полностью. По закону. Ой, царь характер, объективно разберемся, и я должу главе республики о том, что вот так и так. عجب بقى أصلا حيوان حشيش يقول شو بقى أصلا سوق كتير ما قم ساعة إيش يغالى إيش بول بيردات ما له خلا ياتبع شو شيء ده نيت ده شو ديو ده تاني شو تصح هون ساعة كذا شاهد تأين ما له بوصل لون ده أصحابي هاي ما له إيه هاي إيش ما له بس شو عاد يديو ده ملي له نوع شيء قال واحد بيل بدش مثلا بوج مدات الناس طبعا وهو قد تدرس ده طبعا ده نية ده كيلو مثلا هو يرتاح هو تسويش هو ديك دوش تحدى واسلون روسن شاهد لوني بس طلعت يلا دون سو خاطر ولا دات دون سو خاطر سو يلا دون ولا شو دات دون نو هاد صعب ايش بيجي خاص بدون دات الناس دات دون هو قدوته ده شو دات اسقانا حوال ايس عامين بيش حدا دون اقطع عامين بقى حبا دون كان ايكاميريا ور شينا حدوي ويقول اسمهم دكزات موضوع عواهم ما اسبوع بداي سخل ديش تو تشيس شوي ثان شو دقس ستودنت جبري تو يمكن جبري ما عن صلاه زيش اسحب قال بدر حواس وسوق قال بدر جورنال اي زبون يحديدو احشين جيتار تقري سب جيتار عاموش ولا اسخن مش خلو تربونا شي قشو دالش انا عاصون شي دالي جورنال واحد باشن قاشرن وحوا اي قياس ديالو ما يرسل جورنال
ما اللي يرسل كير ما اللي هلا ما اللي تاع اصلا عامين وش من حبال بون كان وش بار بيخلي شو عتريزه سويش دوات جيم تورون هو اللي بون دخبش كان الكاميرا يعليش انا كان هو هيقول هلا عايش وليه كان دائما يقول لي شكيا حب يلغلو يو ال احوري ونيت حتى قوالين حتى هو دون كولتور شوات بيلو بون زبريديل دون كولتور حتى قوالين حب يلغلو يو الي أخذك خات خليت أخذ شيبتور. Совсем школа функционирует ящаться. Бортик аж. Приберите школу, сюг, толст, приберите школа. Хамад преподаватель аж. Он хайтан школа хатчат сахар. Хамад берду аж сахар. Ахи анстат ачуч тагал штаха. Бус иттат шинкерн шин белхоч, бог бина истат ачуч. Москва жрая хай. Цифра. Он хай площадь матю сахар, хай мат кабинет сахар хоча. Сон хун цаха. Ой, договор осмотрено? Осмичена, он проверки учебно-методические центры, проверки, масана улючен, помечая с телефона, когда им Ростовяю или Астраханяю. Рабат, неизвестно, где ты поездила, покаталась, приехала, я болела, я Ставрополе находилась в больнице. А ты что, серьезно? Да. Почему полностью коллектив говорит о том, что белую я, ищет каждую любовь, коллектив, может ходить, ты одна права. Так не бывает. Все, что ты делал, все делал незаконно. Сейчас объективно разберемся. Пощады не будет. Теперь уже и Хава Гаипова, и сотрудники изложили все в письменной форме. Каждый из них написал заявление и объяснение. Проверка уже началась. Луиза Андиева, Рузанна Веселаева, Заур Магоматов. При поддержке пресс-службы главы и правительства новости. В республике продолжается программа по профилактике ДТП. В рамках поручения главы региона Рамзана Кадырова сотрудники МВД, ГИБДД и Алимы встретились с жителями Веденского района и с местной молодежью. Работники профильных ведомств призывают собравшихся соблюдать порядок на дорогах. Радо лоди абуах бербу алохтанти лаца после поручения главы республики Эрдоğan чатух куснизитино ака хиздиати хабалаш оди хархэн дадат алмегер доштуко я вахдина. По словам участников встречи, в основном ДТП происходят в результате превышения скорости и выезда на встречную полосу. В случае же незаконных действий со стороны инспекторов ДПС можно сообщить в полицию по номеру горячей линии или же написать на интернет-страницу инспекции безопасности дорожного движения в соцсети Instagram. Вместо праздничных торжеств в Дубаюрте развернулись настоящие бои. Открытое республиканское первенство под дзюдо среди учащихся приурочено к 10-летию чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». За призы от корпорации Panasonic боролись более 120 спортсменов. С самого начала первенство обещало быть захватывающим. Такого рода турниры проводят здесь нечасто. Интерес и внимание можно оценить и по количеству участников. Их более 120. Право называться лучшим дзюдоисты оспаривали в 6 весовых категориях. Открытое республиканское первенство среди учащихся приурочено к 10-летию чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Организатором выступила сама телекомпания, а титульные призы предоставила корпорация Panasonic – 6 видеокамер и 12 фотоаппаратов. Отдельная благодарность всем участникам. Большое спасибо детям в большом количестве принявшим приглашение и посетившим данное мероприятие. Отдельно хотелось бы поздравить ЧГТРК с 10-летием, чему посвящено данное мероприятие. Это замечательный способ продемонстрировать людям, что нужность и значимость телеканала. После нескольких часов определились победители и призеры, которым вручили юбилейные кубки, медали и грамоты. Также специальный кубок от телерадиокомпании «Грозный» передали главе администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимову за содействие развитию спорта. Приз зрительских симпатий достался самому юному участнику первенства.
Развитие спорта всегда было и остается одним из главных направлений в политике республиканских властей. Телевидение, в свою очередь, активно пропагандирует здоровый образ жизни, организовывая спортивные турниры. Ислам Магомадов, Арбида Дулагов. Новости. Сразу после турнира уже в Грозном состоялось чествование победителей и призеров чемпионата России по дзюдо. Торжественный ужин прошел в одном из столичных ресторанов. Воспитанники клуба «Эдельвейс» имени Турпалали Кадырова завоевали на прошедшем чемпионате 1 золотую и 2 серебряные медали и завоевали право на участие в Кубке Европы. Также героев прошедшего чемпионата наградили денежными премиями. Завершилось торжественное мероприятие национальными танцами под звуки зажигательной лезгинки. Кубки Европы, турнир еще хилеш. Они уже будут рассматривать, хотят выступить на чемпионат Европы и чемпионат мира выступить, надеюсь, да, это был Дерез Хилвей, Пачана Тон, и это больше от Сенаш, да, Кечамба. И последнее. В Шелковском районе бегут навстречу празднику. Министерство спорта республики совместно с администрацией муниципалитета организовало массовый забег на дистанцию в 1000 метров. Кто из 300 участников прибежал первым, знает Зураб Центроев. Шелковчане решили по-своему отметить 10-ю годовщину принятия Конституции. Министерство спорта и администрация района организовали массовый забег. На призыв откликнулись жители даже самых отдаленных сел. Символично, что забег начинаем с моста имени Ахмада Таджи Кадырова. Очень много молодых людей, никто не остался равнодушным. Радует, что у нас молодежь занимается спортом, участвует в политической жизни республики. В забеге на 1000 метров приняли участие более 300 участников разных возрастов. К спортивной акции мог присоединиться каждый желающий, а маршрут проходил через самый длинный в республике мост. Он соединяет Гудермесский и Шелковской районы. Наша молодежь, многонациональная молодежь Шелковского района и других районов республики, которые принимают участие, сегодня, показывают своим, действием, что они, правильно воспринимают и те итоги референдума, и тем самым демонстрируют, праздничный характер сегодняшнего мероприятия. Финиш пройден. Время получать подарки. Победителей и призеров наградили кубками и грамотами от Министерства спорта и ценными подарками от администрации района. Участников акции поздравила и председатель Совета Алимов Республики, который в это же время проезжал по мосту. Ахмад Хаджис Арбакан Мошбул Джиньяца Вайкам Ирсия Хачара Далхастам Беш Ишдакки Дирца Ахмад Улкш Дага Лоциш وقوم داخل إرسية درنا إشت بركل آلرسة قولم بوتانا وشلكوسكو واشتح ليوش برق ويجلس بوبليك أحسننا رهيت مهل وجدا ديك نحسو داعي Зураб Центроев, Алхазур Керимов. Новости. В связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Конституции в программе передач телеканала «Грозный» произошли некоторые изменения. Наш следующий выпуск новостей выйдет в эфир после трансляции торжественной церемонии в театрально-концертном зале Грозного. Я еще раз поздравляю вас с праздником и желаю всего наилучшего. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Ади Келшу.